Возгорание произошло в одной из квартир 44-го многоквартирного дома по улице Базоркина. На тушение пожара брошены 5 единиц пожарной спецтехники. Личный состав 22 человека уже ликвидировали основной очаг возгорания. Сейчас спасатели проводят разбор и прошивку тлеющих элементов. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Пожар вспыхнул в 8 утра на втором этаже и за считанные секунды охватил верхние этажи здания. Видно, как деревянная и пластиковая обивка балконов, несмотря на нескончаемый поток воды, до сих пор тлеет. Спасатели рассредоточили свои силы как по всей территории, так и внутри дома. Сразу же эвакуировали жильцов. Пожар. Сигнал о возгорании поступил на пульт управления в 8 часов 22 минуты. Пожар удалось потушить за несколько минут. 8 часов 28 минут по прибытию на место пожара было обнаружено горение на втором этаже квартиры. Также было сильное задымление и распространение пожара по балконам на 3, 4 и 5 этаж. Площадь пожара составила 100 квадратов. На месте работали 5 единиц автотехники и личный состав 22 человека. Жертв пострадавшего не допущено. Общая сложность эвакуирован 12 человек, из них 2 малолетних детей. На пожар работали по повышенному рангу 1 БИС. Территория оцеплена правоохранителями в целях безопасности и избежания ЧП, связанного с обрушением конструкции. К месту пожара никого не допускают. Точные причины возгорания еще устанавливаются. По поручению главы региона Махмуда Али Калиматова на место происшествия выехал Магомед Евлоев. Просто нервничаю. Первый вице-премьер правительства начал обход со второго этажа. Именно здесь, по предварительной версии, произошло возгорание. Пламя стремительно поднималось вверх и могло бы перекинуться на соседние домовладения. Магомед Евлоев в первую очередь выразил благодарность спасателям МЧС за локализацию пожара. Неизвестно, обошлось ли без жертв, если бы не оперативные действия спасателей. Спасибо всем, кто был задействован, силам и средствам Главного управления МЧС, которые оперативно сработали и не допустили возгорания большей площади, а также не допустили, самое главное, это человеческих жертв, что у нас не стало. Как выяснилось, одна из жительниц дома все же пострадала. Получила ожоги незначительной степени тяжести и от госпитализации отказалась. Первый вице-премьер поручил провести проверку, установить причинно-следственную связь во избежании подобных происшествий. Магомед Евлоев, поговорив и выслушав каждого пострадавшего, сообщил, им окажут необходимую помощь. Ну, вопрос, мечте там, горгачат, а чего, гайер, твоя, да, вот я, да, вот. Кому юдис, в квартире, можете, ханзурус хана, и уже можете. Задя, что она гасен, мы ждали, условия создать, я что, отдуется, можете, еще, пока узы, волк, да, вот. Я ему, бача, хули, душа, бача, сухавита, уже, да, ще андали. Я что, надеюсь, что не смогу больше, вот не буду куда. Да, ой, дорогие, хавашат, тахани, алхамдулилlah, саги сакни утслян. Да, худары, мягко, а за что они дуахка салому ашли, ты что, сагит муди ал что, алдук дуадо что кална, что дину дуушкала, что чуахала. Около 2 десятков жильцов сейчас в отчаянии, оценивают ущерб от пожара. Не могут свыкнуться, что вмиг потеряли имущество. Могли бы пострадать домочадцы и они сами. Больше всего ущерб нанесен жителям квартиры на втором этаже. Огонь в эту квартиру не проникнул. Из-за горящего фасада здания и, следственно, высокой температуры уничтожено все, начиная с голых стен до спальной мебели и цифровой техники. Черной копотью покрыло и всю кухню. Посуда, столы, стулья, стенка. Уничтожено все. Хозяйка этой квартиры, Лидия Евлоева, до сих пор в шоковом состоянии. Родственники сплотились вокруг женщины. Уют в квартире создавала долго, и теперь сгорело все. Компьютер, диван, стиралка, мебель вот эта деревянная.
Нахлили, что хама жить жага, бать мы говоришь. Вы же видите, это не я же это говорю. Это хама 60 тысяч. Отопление, у меня 60 тысяч до нас более с волосы. Зазила, духа я царскохови будет мака, сачила. Халтиха больше, обижать, бать мы говоришь. Как призналась она сама, за несколько часов стала объектом недовольства со стороны некоторых других пострадавших жильцов. Ну, балконы шама жага, разбач, один день биш. Задался. Им через хастхуню, они там обследовали, да бахабиш сейчас. Бехкабиш. Мы потом только не сегодня не узнаем. Уголи двумя этими балконами угол хаюлениз. Царюхи арабки лакидани асид будут. Халти хаса фуолсов. Вот они клей там, ну, арабика. Там тоже провода наверху шли. Агар балкон за балкон ищёл. Причину возгорания еще следует установить, рассказали в МЧС. Искать тут виновных неуместно. Причина могла быть абсолютно банальная, не зависящая от жильцов. На месте ЧП работают специалисты. В ходе тушения пожара у нас получается, что пострадало 8 балконов, 2 квартиры полностью выгорели. В одной квартире частично, одна комната повреждена по причине пожара. В настоящее время дознаватели проводят опрос свидетелей, осмотр места пожара произвели. На месте пожара работала испытательная пожарная лаборатория. В предполагаемом месте очага пожара была изъята электропроводка. Сейчас будут произведены исследования по вторичным или первичным факторам короткого замыкания. И более точная причина пожара будет уже дана. Молодого человека, который прячется от объектива телекамеры, зовут Ахмед Медов. От пожара он не пострадал, живет по соседству. В момент возгорания и объявления эвакуации он спешно начал обходить квартиры. В одной из таких разбудил спящего жильца и вывел из дома. Магомед Евлоев внес предложение представить парня государственной награде. Хотел бы в свою очередь выразить слова благодарности Главному управлению МЧС, а также администрации города Назрань, которыми своими силами и средствами не допустили того, что очаг возгорания возрос, также не допустили летальных исходов и нет серьезных травм. У нас здесь проводится дознание Главным управлением МЧС, будет выявлять причины возникновения пожара, чтобы впоследствии таких причин не было в других многоквартирных домах. Было принято решение о том, что необходимо провести с муниципалитетами поквартирный обход во всех домах, чтобы проверить все электропроводки, а также газификацию в многоквартирных домах. Главой муниципального образования города Назрань, мэром города Урысханом, необходимое жилое помещение, которое будет необходимо вот этим 3 семьям, оно будет обеспечено. Также комиссия муниципалитета проводит непосредственно работу по выявлению ущерба, причиненного. И в скором времени, после проведения вот этих необходимых мероприятий, мы соберемся в администрации города Назрань, также продолжим эту работу дальше. Адам Мережков, Хамзат Халухоев, Адам Далаков, Новости 24.